Энергетики Якутии отмечают вековой юбилей. Ровно 100 лет назад, в 1914 году, в Якутии была запущена первая электростанция. Это историческое событие в республике отметили рядом мероприятий. За ними наблюдал наш корреспондент Марина Захарова. Маломощная по нынешним меркам всего 180 киловатт, электростанция подпитывала 200 домов. Но для далекой северо-восточной губернии это стало настоящим прорывом. О важности помнить, с чего все начиналось, и перспективах развития энергетики говорили на торжественном собрании, посвященном столетию знаменательного события. Те условия, которые у вас, это экстремально низкие зимние температуры и летняя труднодоступность, они, в общем-то, действительно поражают. И то, в общем-то, что энергетики якутские справляются с этими тяжелыми условиями, с этими задачами, это, в общем-то, ставит их, так сказать, на самый верх линейки энергетиков. За 100 лет в Якутии появились тысячи километров линий электропередач, сотни подстанций, электростанции. Сегодня большой коллектив ведущей энергокомпании республики Якутскэнерго обеспечивает светом и теплом около 1 миллиона человек, проживающих в 367 населенных пунктах Якутии. Действительно, сходность энергетики Якутии и Камчатскэнерго в том, что в общем-то есть центральные узлы, где обеспечивается электроэнергией и теплом от крупных энергообъектов, от станции. Есть изолированные узлы, которые обеспечиваются теплом от изолированных дизельных электростанций, котельных. И вот эта специфика, которая требует в удаленных местах, в самых, так сказать, трудных условиях обеспечивать, требует от людей, от энергетиков максимальной сплоченности, мобильности и в некоторых случаях какого-то, не побоюсь этого слова, героизма. 9 августа загорелась первая лампочка электростанции Якутска. Эту дату особо отметили. Матерей, родивших 9 августа, поздравили работники компании Якутскэнерго. Они вручили сертификаты для оплаты электрокоммунальных услуг на сумму 5000 рублей. Безусловно, этот момент стал для мам неожиданным сюрпризом. Я очень рада. Неожиданно, так приятно. С первых дней жизни уже такое событие у дочки. Безусловно, это в рамках реализации нашей программы «100 добрых дел». И определенным образом, в том числе, связано с той программой, которая работает у нас в компании, и называется она «Наши дети». Я думаю, что судьбу этих ребятишек мы будем отслеживать и дальше. В ближайшие годы в компании ожидается множество перемен. Так Якутскэнерго станет частью единой энергосистемы страны. Еще немного, и привычная картина, состоящая из 4 несвязанных между собой энергорайонов – северного, центрального, южного и западного – станет воспоминанием. Марина Захарова, Александр Колмогоров, Гаврил Дьячков. Новости столицы.